Здравствуйте, меня зовут Тимур, и я являюсь тренером по математике Республиканского образовательного центра I+. В прошлый раз вы должны были написать срез. Сейчас мы рассмотрим некоторые задания данного среза. Итак, пятое задание. Виноград при сушке теряет 90% своей массы. Сколько килограммов изюма получится из 80 килограммов свежего винограда? Найдем 90% от 80. Записываем 90% в виде дроби и умножаем на 80. Нули все сокращаются, остается 9 умножить на 8. Получаем 72. Но 72 килограмма это потеря. Тогда останется 80 минус 72. И это будет 8 килограммов. Есть также другой вариант решения. Если у нас в общем винограда это 100%, он потерял 90%, значит осталось 10%. 10% переводим в дробь. Это будет 10 сотых, либо же 1/10. И умножаем на 80. Нули сокращаются, остается только 8. Как видите, в двух вариантах получается одинаковый ответ. Из 80 килограммов свежего винограда можно получить 8 килограммов изюма. Седьмое задание. Папа получил премию 20 тысяч тенге. И эти деньги он потратил на подарки жене и детям. Жене он потратил 40% от этой суммы. Вопрос. Сколько он потратил денег на подарок жене? Итак, мы находим 40% от 20 тысяч. Переводим проценты в дробь и умножаем на 20 тысяч. Нули сокращаем. 4 умножить на 2 это будет 8. И добавляем 3 нуля. Ответ 8 тысяч папа потратил тенге на подарок жене. Десятое задание. При остывании хлеб теряет до 4% своей массы в результате испарения воды. Сколько килограммов испарится при остывании 12 тонн хлеба? Итак, прежде чем решать, давайте 12 тонн переведем в килограммы. Это будет 12 тысяч килограмм. Хлеб потерял 4%, то есть 4% испарится воды. Берем 4% и переводим в дробь и умножаем на 12 тысяч. Нули сокращаются. 4 умножить на 120 будет 480. 480 килограмм. И это наш ответ. Разберем некоторые задачи домашнего задания. Итак, третья задача. Самолет с грузом весит 2640 килограммов, а груз отдельно весит 990 килограммов. Какой процент от всего веса составляет груз? Для нахождения процента мы массу груза делим на массу всего самолета с грузом и умножаем это значение на 100%. 0 можно сократить. Давайте сократим 99 и 263 по 3. Остается 33 сверху и 88 снизу. Также можно сократить по 11. Итак, у нас получается 3 нужно умножить на 100% и поделить на 8. Давайте продолжим сокращение. Можно сократить по 4. Снизу 2, сверху будет 25. 3 умножить на 25 будет 75. И если поделить на 2, будет 37,5%. И это наш ответ. Груз составляет 37,5% от общей массы самолета. 16 задание. Все стороны прямоугольника увеличены на 15%. На сколько процентов увеличится площадь прямоугольника? Итак, у нас есть прямоугольник. У него есть стороны А и Б. Если у прямоугольника сторону увеличить на 15%, то это можно рассмотреть как умножение на 1,15. И аналогично с другой стороны. Ее умножили на 1,15. То есть это 1 увеличенный на 15%. Тогда новая площадь будет 1,15 А умножаем на 1,15 Б. 1,15 умножить на 1,15 будет 1, потом 3, 2, 2 и 5 АБ. Исходная площадь прямоугольника была просто АБ. Тогда получается, что она увеличилась на вот это значение. То есть на 0,3225. Если переводить в проценты и умножить это на 100, то получаем 32,25%. И это наш ответ. 18 задание. Число 15 увеличили сначала на 20%, а потом полученный результат уменьшили на 20%. Какое число получилось? Итак, берем 15 и увеличиваем его на
0,2 от 15 также. И мы получаем 18. Теперь полученное число мы уменьшаем на 20%. И отнимаем также 0,2 от 18. И в этом случае мы получаем уже 14,4. И это наше полученное число. Есть еще один вариант решения. Мы могли 15 умножить на аналогичное число увеличения на 20%, то есть умножить на 1,2 и умножить на 0,8. И тогда вы получили следующее. 15 умножить на 0,8 это будет 12, и умножить на 1,2 это также будет 14,4. Итак, наша тема — нахождение числа по его проценту. Вспомним прошлый урок. Мы находили процент от числа. То есть было у нас какое-то число А. Мы хотели найти его процент. Мы умножали на процент, переведен в обыкновенную дробь, и получали другое число. Сегодняшняя наша тема посвящена тому, как, зная процент и значение этого процента, восстановить число. Если b равно А умножить на процент, то А равно b поделенное на процент. Давайте покажу пример, более понятный, с числами. Есть число 20. Мы, допустим, взяли от него 10%. Умножили на 0,1 и получили 2. Давайте сделаем обратно. У нас есть число 2, и мы знаем, что это 10% от какого-то неизвестного числа. Как найти это неизвестное число? 2 мы делим на значение процента и получаем 20. Итак, на доске есть 8 заданий. Нажмите на паузу, попытайтесь их выполнить самостоятельно. Итак, первое задание. 70% какого числа равно 21? Мы, получается, должны 21 поделить на 70%. Давайте запишем это в виде 0,7. Умножим вверх и низ на 10. Тогда получается 210 просто делить на 7. Это будет 30. Итак, 25% какого числа равно 105? Делаем все точно так же. Делим на 0,25. Давайте умножим вверх и низ на 4. Тогда сверху получаем 420. А снизу получаем ровно единицу. Ответ 420. Третье задание. Полпроцента какого числа равно 4? Мы 4 делим на полпроцента, переведенное в дробь. Воспользуемся также переходом в десятичную. Это будет 0,5. Умножим по 200, вверх и низ. Сверху получаем 800. А если 5 тысячных умножить на 200, будет 1. Ответ 800. 1,27% какого числа равно 7,62. Делаем все точно так же. 7,62 мы делим на 0,127. Давайте умножим вверх и низ на 10 тысяч. Сверху получаем 76200, снизу будет 127. Теперь можно, в принципе, сократить, к примеру, на 127. 762 делится на 127. Получается 6 и 2 ноля. Ответ 600. Пятое задание. 3/7% какого числа равно 18? Сделаем здесь немного иначе. 18 мы поделим на 3/7 в дробь, но не будем делить на десятичную. Итак, 3/7, если переводить в обыкновенное число, то есть 3/7%, мы делим на 100. Тогда у нас получается 3/700. Теперь переводим в умножение. Получается 18. Мы умножаем на 700 и делим на 3. 18 делить на 3 будет 6. 6 умножить на 700 будет 4200. Шестое задание. 28% какого числа равно 7/8? Итак, 7/8 мы делим на 28 то есть переводим процент в число. Вторую дробь перевернем и заменим деление на умножение. Получается 7/8 умножается на 100 28.
7 и 28 можно сократить по 7, от 28 остается четверка, от 7 отнерка. Теперь 100 поделить на 4 будет 25. И мы получаем 25 восьмых. Или же можно перевести в обыкновенную дробь. К примеру, 3,1 либо же 3,125 тысячных. Седьмое задание. 125% какого числа равно 45? Итак, мы 45 делим на 125 тысячных, 125 сотых и получаем 45 умножить на 100 делить на 125. Итак, 45 и 125 можно сократить на 5. От 45 остается 9. От 125 остается 25. 100 разделим на 25 будет 4. 4 умножить на 9 – 36. И последнее, восьмое задание. 250% какого числа равно 25? То есть мы 25 делим на 250%, переведенное в число. Это будет 2,5. Здесь все просто. Ответ 10. Наш урок подошел к концу. Надеюсь, было познавательно. Выполняйте домашнее задание и желательно делайте его правильно. До скорых встреч!